Вот у меня есть костыли, возьми их. Даже с их помощью я не могу ходить. У меня болят ноги. Да и врачи сегодня сказали, что в почках у меня камни. Папа, оказывается, живет на третьем этаже, и когда у нее процедуры, что она вот так вот с помощью соседей поднимается. Гулян Таабалдиева не выходила на улицу уже 1,5 месяца. Говорит, такие жалобы дома, но вот сильные боли в конечностях, грыжа. Теперь еще и камни в почках, спать спокойно не дают. Больница, из которой она приехала, находится через дорогу. Самостоятельно наша героиня передвигаться не может. Приходится ездить на такси. Повсюду ее сопровождает супруг. Помоги снять обувь. Я, наверное, всех вас напрягаю. И вот так каждый день муж один донести до дома не может. Иногда соседи помогают. В Кыргызстане жалуется женщина. Вылечить и поставить ее на ноги не могут вот уже 10 лет. Перенесла 10 сложных операций. С каждым годом из-за малоподвижного образа жизни возникают все новые болезни. Ее супруг инвалид 2-й группы. Не отходит от жены ни на шаг. Говорит, раньше они могли выходить на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. Но недавно у нее украли ее коляску. Теперь целыми днями она лежит дома. Из-за того, что украли мою единственную коляску, я не могу никуда выйти. Она была старой, но очень нужной. Мне ее подарили. Знаете, коляска изначально предназначалась для детей, но из-за того, что другого средства передвижения у меня не было, мы ее растянули. Я еле как помещалась. Думала, когда же сломается. Недавно у меня сломались костыли. Я еще не писала письмо в Министерство социального развития. Но если даже напишу, выдадут ли они мне коляску, я даже не знаю, к кому там обращаться. С мужем и сыном мы живем в этой однушке. Младший сын учится в 9 классе. Чтобы заработать хоть чуточку денег, он разносил в термосах горячий чай. По словам родителей, у сына была своя тележка, но и ее недавно украли. А термосами уже никто не пользуется, они пылятся под столом. Сын хоть как-то зарабатывал, теперь и денег совсем нет. Из-за того, что комната маленькая, мы выносили мою коляску и тележку сына в подъезд. Говорят, их украли бомжи. Как-то мне сказали, что коляски можно купить в аптеке, но когда я услышала цены, была в шоке. Самая дешевая, стандартная, стоит от 10 до 15 тысяч. У нас таких денег совсем нет. В прошлом году, чтобы обеспечить людей с ОВЗ колясками, Министерство социального развития провело тендер, в котором принимали участие около 5 компаний. Следствие считает, что отдельные чиновники ведомства во время пандемии закупили инвалидные коляски по завышенным ценам. Министерство приобрело 522 инвалидных коляски по 57 тысяч сомов за единицу, хотя фактическая стоимость каждой из них составляла 15 тысяч сомов. Своими действиями должностные лица Министерства труда и социального развития нанесли ущерб бюджету государства в размере более 15 миллионов сомов. В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех причастных лиц к указанному факту. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Заключение заведомо невыгодного контракта» Уголовного кодекса Кыргызской Республики. По подозрению в преступлении задержан заведующий сектором госзакупом Минсоцтруда И.К.Э. Его водворили в ИВС СИЗО ГКНБ. С октября 2018 года по октябрь прошлого года должность министра труда и социального развития занимал Улукбек Кочкоров. Мы решили узнать у него, как и кем проводился тендер, сколько средств было предусмотрено из госбюджета. Как оказалось, стандартные коляски, которые стоили по 15 тысяч сомов, министерство смогло приобрести за 10 тысяч. Всего закупались 3 вида инвалидных колясок, до 30 килограммов, до 60 и 90. По словам бывшего министра, тендер проводился в рамках закона. Говорит, ранее уже были неоднократные проверки со стороны ГКНБ, счетной палаты, финансовой полиции. Кочкоров добавил, что в работу тендерной комиссии, включая его самого, никто не имел права вмешиваться. Тендер проводился в рамках закона, открытый тендер, то есть вывешивается объявление. Если, например, вот сегодня стоят, что якобы мы по 15, коляски, которые стоят 15 тысяч, мы закупали по 50. То есть, если была бы компания, которая могла поставить за 15, она могла бы зайти и выиграть.
Но нет же, вот вы можете на сайтах посмотреть, он стоит 89-90 тысяч сомов, такие коляски. Действительно, найти в столице аптеку или магазин, где продают инвалидные коляски, очень сложно. Есть интернет-магазины, которые могут заказать нужную вам коляску из-за рубежа. Но за такую услугу придется переплачивать. В аптечных складах можно найти стандартные коляски. Стоят они от 9 тысяч и до 15. Ну а многофункциональные или же с электронным управлением могут стоить до $3000. Они по какой цене варьируются, например, вот самые дорогие, многофункциональные? От Цены, ну, от 9 тысяч, наверное, самая простая, которая может быть. И до $1000 доходит, ну, 3-4 тысяч долларов доходит. Это электрические, они уже такие с джойстиком, с управлением. В стране не производят инвалидные коляски. Продавцы их заказывают из-за рубежа. Многие взрослые с ОВЗ говорят, что раньше Минсоцразвитие безвозмездно выдавало нуждающимся коляски, но с годами людей с инвалидностью становится все больше и больше, и колясок не хватает. Сегодня 7% граждан в нашей стране относятся к маломобильной группе населения. Государство могло бы в полной мере обеспечить этих людей колясками. Коляска выдается раз в 5 лет. Для того, чтобы получить коляску, родителю необходимо справку получить. Очень много у родителей вопросов возникает о том, что нужно, то есть до сих пор еще не разработан вот этот алгоритм, и мало где размещается информация, что нужно, какой перечень документов необходим для коляски. Потом второй момент, что очень часто мы об этом говорим, активные вот родители, по поводу того, что коляски выдаются, например, ребенку там 5-6 лет, то есть маленький ребенок, при этом выдается большая коляска для взрослых. По словам Тахмины Асановой, в Кыргызстане около 10 тысяч детей, которые живут с диагнозом ДЦП. Эта цифра с каждым годом растет. Кыргызстан мог бы самостоятельно закупать запчасти и собирать инвалидные коляски. По словам Асановой, в год можно было бы собрать 5000 колясок. Кубат Хуанчбекулу, Турган Ниязов, НТС.